Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто сегодня вспоминал и думал про вас? Давайте посмотрим. Загадайте на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Здесь у кого-то к вам бабочки летают. Вернее, от вас у кого-то бабочки в животе летают. И не только в животе, и в голове. Прям какого-то мотылька тянет к вам со страшной силой. Пытается, конечно, сопротивляться, но куда там. Сила это любовью называется. Но вы, наверное, его знаете. Вы, наверное, уже догадались, о ком речь идет. Возможно, человек сам по себе такой яркий, как бабочка, порхает туда-сюда по цветочкам. Но вы его, конечно, зацепили, крепко зацепили. И он понимает, что вы для него как огонь, да, он сгорит от вас, но все равно тянет, сильно тянет. И там сил буквально на 0,5% осталось сопротивляться. Вот каждая женщина чувствует, вот если она нравится мужчине, особенно если мужчина влюблен, это прямо у них на лицах написано, прям подсвечивается, да? Вот мужчина, который влюблен в вас, но который еще сопротивляется своим чувствам, но теряет голову, особенно когда видит вас, считает вас такой роковой, опасной, какой-то, знаете, розой с огромными шипами. Он такой, ну я же наколюсь. Но сердце такое, ну давай попробуем, да, не попробуем, не узнаем. Знаете, мне кажется, что этот мужчина скоро придет к вам и будет предлагать все и сразу, всего себя, без остатка. Да, это тот, кто любит, тот, кто влюбился без памяти, тот, кто еще боится рассказать о своих чувствах. Но тут дело времени, потому что человек буквально в шаге от вас находится. В шаге. Не могу сказать, это взаимно, не взаимно, ожидаемо, либо не очень, но тем не менее такой персонаж есть. И знаете, у этого персонажа какой-то двойной хвост. То ли у вас уже было что-то с ним, как, знаете, вот отношения встречаемся, расходимся, встречаемся, расходимся. Либо этот человек был в отношениях, возможно, даже несколько раз был в браке, потому что хвост такой двойной у него. Ну, время покажет, девочки. Но я думаю, что вы понимаете, о ком речь. Понимаете, потому что вы как-то стоите перед ним в такой позе, знаете, как будто бы руки в боки сделали. Ну, типа, давай посмотрим, да, насколько тебя хватит. Либо только попробуй, подойди, да, может, поэтому он боится. Но вот ему кажется, что да, роковая, что он сгорит в вашем пламени, что вы его обожжете, да, что крылышки у него подгорят, и летать он не сможет. А летать-то еще хочется. Да, странная, конечно, картинка. И, кстати, этому мужчине, ему даже кто-то говорил, какая-то типа, в кавычках, добрая женщина, говорила о том, что вы опасны, что нужно держаться от вас подальше. То ли это ваша соперница, то ли мама, которая сыночку корзиночку бережет. Может, просто какая-то завистница, да, которой, ну, например, неприятно видеть, что вокруг вас мужчины увиваются, а она вот даром никому не нужна. Да, прям на ушко ему шептала и говорила, что лучше не ходи, лучше там обходи. Может, там гадости ему наговорила про вас. Может, это тоже было причиной ваших ссор, либо стало причиной того, что мужчина, ну, не действует, да, не проявляется, побаивается. Не идет, что побаивается. Да, вот прям образ роковой женщины, и он побаивается. Но он уже влюбился по уши, и деваться некуда. Даже если это ваш бывший, понимаете, так иногда бывает. Вот когда ты вместе с кем-то, ты можешь испытывать там страсти, какие-то повышенные эмоции, но нет любви.
А когда ты человека теряешь, вот тогда ты начинаешь понимать, как сильно же ты нуждаешься в этом человеке. Вообще, что это человек идеальный, что этот человек вам очень сильно нужен. Это очень похоже. Либо бывший, либо какой-то тайный поклонник, хотя, возможно, вы уже догадались, да, кто этот человек. И там от тайного только названия, да, по нему видно, как он на вас реагирует. Поживем, посмотрим, да, я вижу, что буквально один шаг вас разделяет, один шаг. И мужчина этот шаг сделает. Потому что так сильно тянет, что уже прям не вмоготу, как говорится. Дальше. О вас сегодня думала женщина. И эта женщина, она какая-то, знаете, как недовольна. Недовольна была вами, недовольна была тем, что вы ей сказали. Может, вы с кем-то по телефону говорили. Вспоминайте. Может быть, не сегодня, может быть, вчера вы говорили, а она все про вас думает. Но с другой стороны, эта женщина, она плохого вам не желает однозначно. Просто, наверное, да, не понравилось то, что вы сказали. Может, она вас пригласила на встречу, а вы говорите, а я занята, да, у меня не получается. И она такая думает, вот блин, а так хотелось увидеться, да, так хотелось пообщаться. Может, это ваша мамочка, да, которая вас в гости зазывала, хотела вас там, не знаю, покормить, либо обнять вас, а вы там не пришли. Может, подружка, да, куда-то хотела с вами пойти, там, завеяться, а вы отказались. Вот как-то так мне идет. Вспоминала именно то, что вы ей сказали, и она такая, надо было все равно там приложить усилия, как-то ее все-таки привлечь, да, либо вытащить из дома, либо уговорить, да, какие-то такие мысли были. С правой стороны, она на вашей стороне, она вам никакого негатива, либо там зла не желает, однозначно. Очень хорошо к вам относится. Я бы даже сказала, что она переживает за вас, либо сопереживает вам. То есть, если подруга, то сопереживает, если это мамочка, то переживает. Может, сестричка ваша. Дальше, мои хорошие, показывает мужчину, каким-то делом занимается, ремесло в руках, да, профессионал. Этот мужчина тоже вас сегодня вспоминал, причем вспоминал с каким-то таким небольшим переживанием в плане того, что появитесь ли вы, увидит ли он вас еще раз. Я, знаете, так скажу, мужчина сам себе это объясняет профессиональным переживанием, но что-то мне подсказывает, что у этого мужчины к вам образуется симпатия, вот как хотите. Мужчина, то ли, может быть, это доктор, да, в поликлинике, то ли это, не знаю, там специалист в банке, то ли, может быть, какой-то мастер по ремонту, там чего бы то ни было, что вы там ремонтировали. Я вижу, что вы с ним общались, либо у вас одна встреча была, одно общение, либо вы несколько раз общались, но опять же между общением, между этими встречами прям такая серьезная дистанция. Много времени проходит, да, то есть нет общения каждый день, либо там каждую неделю. И вот этот мужчина такой думает, вот хоть бы она еще раз пришла, да, либо хоть бы она объявилась. Здесь как будто бы у него нет причины для того, чтобы самому выйти на связь. То есть, а что он вам скажет? А не хотите ли вы там часы еще раз отремонтировать, да? А не хотите ли вы там обследование пройти, да, анализы мне сдать? Понятное дело, да? Либо там пройти, получить консультацию. Но как-то неудобненько там навязываться, мало ли вы не то подумаете, либо как-то не так среагируете. А с другой стороны, прям очень хочется вас увидеть. Но вы прям понравились, вы зацепили. Лицо у вас такое милое, глаза какие-то вот прям лучистые и такие яркие. Вот почему-то глаза, вот именно залип на ваши глаза. Либо, как говорят, глаза — зеркало души. И вот ваши глаза, они настолько прекрасные, настолько глубокие, настолько ясные, что вот он любовался вашими глазами. Может, вы сидели рядом, да, и он не мог толком там рассмотреть вашу фигуру. Может, вы одеты были очень скромно, да, только лишь догадываться мог. А вот лицо было открыто, да, и вы смотрели ему в глаза, когда общались. И вот глаза запали в душу. Мне почему-то кажется, что даже ваши глаза ему снятся. Может, раз приснились, может, несколько раз. Но вот как-то
понравились, очень красивые глаза, что у вас глаза какие-то необычные, там необычный разрез глаз, там пушистые ресницы, либо цвет какой-то такой необычный, а может так падал свет, да, ну что-то было, под глаза ваши вспоминает. И вот он о вас думал и такой, ну хоть бы она еще раз пришла, ну хоть бы она еще объявилась, да, может даже какие-то мантры там читал, да, как заклинание, призывал вас в свою обитель. Ну что-то такое было. Не вижу, чтобы вы там прям как-то отметили этого специалиста. Может, как специалиста и отметили, но как мужчину 100% нет. Просто не обратили внимания. Ну, мужчина и мужчина, все. Что он голова, руки, ноги и тело. Дальше что? А вот вы ему понравились. Понравились. И я думаю, что если вы еще раз придете к этому человеку, то он уже как-то подаст вам знак, либо, ну, может, напрямую даже вам будет предлагать, там, не знаю, сходить куда-то, там, кофе попить, либо скажет, а давайте там в неформальной обстановке пойдем там кофеечку попьем, да, как раз вот спокойно пообщаемся. На самом деле это, ну, типа такая замануха на свидание. Думайте, вы общались с этим человеком, он специалист, у него в руках ремесло, занимается профессионально своим делом, возможно, даже как известная личность в своих кругах. Вот вы с этим человеком общались и произвели на него впечатление. Он как специалист на вас тоже мог произвести впечатление, но как мужчина вы его прям вообще как-то не рассмотрели, даже не рассматривали, да, что вообще голова другим была занята. Ну, либо у вас дома свой мужчина есть. Так, у кого дома есть свой мужчина, вот для вас тоже важная информация. Мужчина ваш напрягается ревность, да, ревность заставляет напрягаться, буквально уже какие-то спазмы идут. Кому-то приревновал, либо в принципе, да, может, вы как-то ярче стали выглядеть, там, больше за собой ухаживать, и он такой перевозбудился, такой, зачем, от чего, почему она это делает, для кого она это делает, и такой, все пропало. Даже если он вам там 100 раз в день не говорит о том, что он вас любит, он все равно вас любит. Даже если не верите в его любовь, но она есть. И я не могу сказать, что он вас там вспоминал. Нет, он просто постоянно о вас думает. Это не воспоминания, это мысли. Мысли о вас. И мысли сейчас беспокойные, да, потому что вот какая-то ревность, червячок ревности поселился в его сердце. И он ничего с собой поделать не может, даже если вы там вместе 30 лет прожили, все равно начал ревновать. Был повод, не было повода, там приснилось, придумал, но вот это показано. Показано, ревнует, думает об этом, его это беспокоит, ему прям уже там что-то мерещится. И ну, чувство ревнивца, собственника у него там на полную катушку включено. Вот, имейте это в виду, знайте об этом. Ну, как-то так, да, информация идет. Дальше, мои хорошие, показывают женщин. Их несколько. Тут где-то 3-4 женщины, может 5. Эти женщины о вас сегодня говорили, вспоминали. А эти женщины очень хорошо к вам относятся. И эти женщины как беспокоятся о вас, да. И еще показано, что они хотят вам что-то как предложить, наверное, какое-то предложение для вас сделать. Возможно, это какая-то женская компания, либо это ваши подружки. Хотя нет, наверное, не подружки. Нет, не подружки точно. Где вы бываете, где есть группа женщин, да, небольшая группа женщин, либо они там, ну, все вам знакомы, они там часто встречаются, общаются, либо какое-то у них комьюнити свое. И то ли они наслышаны о ваших проблемах, то ли они ну вот как-то прониклись к вам, да, вы им симпатичны, вы им нравитесь, может, они хотели бы с вами ближе общаться. Вот буду делать вам какое-то предложение. Ну, допустим, там, приходи к нам на чай, да, либо давай вместе с нами на какие-то курсы ходить, там, либо спортом заниматься, либо еще что-то делать, там, поехали вместе на отдых, да, и такое может быть. Что-то вам хотят предложить. А может, они работают все вместе, и у них, например, там хорошая вакансия открылась, и они думают, вот чужой человек придет, неизвестно кто, а вас они знают, вы им нравитесь, вас они уважают, да, считают вас таким порядочным, ответственным человеком. Да, возможно, они хотят вам это предложить. Ну, вот я вижу, что
вы с этими женщинами, ну, как встречаетесь, общаетесь, вы их точно знаете и тоже к ним очень хорошо относитесь. Возможно, при следующей встрече, хотя, может быть, и раньше, да, может, кто-то из этих женщин, у кого там есть ваш контакт, может с вами связаться и предложить вам то, что они все придумали вместе. Ну, а может, когда в следующий раз встретитесь, они вам все вместе будут предлагать. Ну, вот это приятно на самом деле, да. Во-первых, это говорит о том, что вы уважаемый человек. И если у вас есть такие вот знакомые, там, извините, но в современном мире очень часто так встречается, что женщина женщине прям соперница и враг, да, либо зависть больше идет от женщин, то у вас эти женщины, они как будущие подруги, либо как старшие подруги какие-то, да, вот они вас уважают, они ценят, они подчеркивают ваши сильные качества. Здесь никакой зависти нет, здесь больше, знаете, на восхищение похоже. Вот вы понравились этим женщинам, они вас одобряют. Ну, может быть, есть женщины, которых они не одобряют, но вас они точно одобряют, и вы для них прям ценность имеете, да, интерес, ценность. Поэтому, да, держитесь этих женщин, и тем более я вижу, что кто-то из них прям очень непростой, более там даже чем непростой, возможно, там какие-то связи, возможности, да, там что-то есть. Так, еще вас сегодня вспоминали какие-то дети, не знаю, дети. Может быть, это ваши дети, не знаю, там ребенок ваш в детском саду, там, либо в школе про вас рассказывал. А может быть, дети, друзья ваших детей, которые приходили в гости, и вы там чем-то вкусным кормили, угощали, и они там про вас рассказывали, что вот я вкусняшку кушал. Также, возможно, это ваши воспитанники, да, если ваша работа связана с преподаванием, с педагогикой, если вы наставник, коуч, там, тренер, да, ну вот с детками работаете. А может быть, это какие-то ваши там племянники, племянницы, не знаю, ну вот кто-то из детей вас вспоминал. И вспоминали с теплом, с какими-то хорошими словами. Это очень приятно, да, потому что детки, любовь детей, ее сложно заслужить, но она самая чистая, она самая настоящая. Это факт. Так, вот это не для всех, но все равно скажу. Здесь показывают человека в очень плохом состоянии. И этот человек, скажем так, либо чувствует, что ему как недолго осталось, либо человек переживает, что ему недолго осталось. Да? Там и так можно прочитать. Этот человек хотел бы вам в чем-то то ли признаться, то ли попросить у вас прощения. Но я так понимаю, что это невозможно, да, невозможно. То есть вы не общаетесь, там, не общались и общаться не будете. Может, вообще вы не знаете, ну, про этого человека ничего, как сложилась жизнь. Либо человек не знает ничего про вас, где вы, что вы, как вас найти, как на вас выйти. Но вот человек хотел бы перед вами извиниться, да, либо что-то вот раскрыть, какую-то тайну раскрыть, вот что-то гложет этого человека. Это не для всех отыграется, это для кого-то одного. И еще могу сказать, что человек вам может сниться. Причем, если будет сниться, то в каком-то таком, знаете, красивом виде, да, ну, типа, с ним все в порядке, да, человек там процветает, там, может, даже в молодом виде, да, если вы давно друг друга знаете, либо давно между вами что-то произошло, попросить прощения, либо какую-то тайну рассказать. Но что-то мне подсказывает, что навряд ли вы встретитесь, и навряд ли у этого человека получится желаемое. Да, вот есть такой персонаж. Так. Здесь показывают мужчину, который прилагал просто конские усилия, чтобы вас из сердца своего вырвать. Мужчина такую боль пережил, такой стресс, в депрессии очень долго был. Не знаю, почему-то вот идет мне, что он сам от вас как-то вот убежал, спрятался.
Может быть, он не свободен, да, и он осознавал, что вы не согласитесь, либо понимал, что он не может развестись. Может быть, он вам обещал, но не сделал, да. Может, выбрал сам другую жизнь. Но вот мне идет, что прилагал усилия для того, чтобы вас забыть. Надеялся, что с глаз долой, из сердца вон, но это так не работает. Этот мужчина вас, не то чтобы вспоминает, он думает о вас каждый день, он о вас мечтает. Можно ли сказать, что в его мечтах прям вы, конкретно вы? Скорее ваш образ. Причем образ больше как даже немножко собирательный, да? Он в своих мечтах, в своих фантазиях как-то перекроил ваш характер, также ваши отношения якобы к нему. То есть в своих мечтах он с вами, да, вы любите друг друга, вы счастливая семейная пара, у вас там прям идеальная жизнь. Это в его мечтах. Но понятно, что в реальности такого нет. И не знаю, мне даже кажется, что он лечился от любовной зависимости к вам. Может, психиатра, психолога посещал, кто посильнее. Психиатры, наверное, посильнее, да, там таблеточки могут выписать, а психолог просто поговорить. Но вот вижу, что пытался, да ничего не вышло, но теперь он о вас мечтает. Причем мечтает чуть ли не по расписанию. Там поработал, пришел домой, покушал, да, лег в кровать и давай мечтать до самого утра. Утром встал, там покушал, почистил зубы, пошел работу отработал. Вот, и вот все по кругу у него идет. Тут даже не особо о вас он думает и вспоминает, а скорее мечтает о вашем образе, да, либо образ настолько уже исказился в его фантазиях, что можно только лишь с натяжкой сказать, что это вы. Что это вы, да. Что есть, то есть. Не смог, девочки, не смог он вас забыть, не смог ничего с собой делать, никакое лечение ему не помогло. Расстояние, дистанция не помогла. И мужчина выбрал такой для себя утешительный путь, да, просто о вас мечтать. Вот как-то так идет мне информация. И мечтать он, я так понимаю, собирается всю жизнь до конца. Либо сам так решил, да, побоялся, допустим, да, либо он не свободен, и это уже как бы факт, и с ним ничего не поделаешь. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.